все самое важное за эту неделю. Больше аварий, больше погибших. Госавтоинспекция подвела итоги минувшего года. Работа для подростка. Как законно трудоустроить несовершеннолетнего. 4 купели на открытом воздухе. В Ухте начали готовиться к крещению. Машины горят. Сотрудники Пожнадзора о негативной статистике за новогодние каникулы и борьба за полноценную жизнь ребенка. Маленькому ухтинцу нужна финансовая помощь. Подробности прямо сейчас. В Ухте в минувшем году выросла аварийность на дорогах. Об этом на традиционной пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности начальника Ухтинской госавтоинспекции Иван Куковеров. Так, по статистике за 2021 год самыми опасными участками муниципалитета с концентрацией ДТП стала трасса на Сыктывкар и подъезд к Яриге. Назвали и самые напряженные для автолюбителей дни недели. Ими стали вторник и суббота, максимальное аварийное время с 19 до 20 часов. Зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, что на 7 больше, чем за аналогичный период 2020 года, в котором погибли 10 человек, что на 4 больше, чем за аналогичный период 2020 года, и пострадало 214 человек. 13 ДТП произошло по вине водителей, управлявших транспортными средствами, либо с установленным степенью алкогольного либо иного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Чаще всего причинами ДТП по-прежнему становится выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил расположения транспорта на проезжей части. Значит, в ходе выездов на места совершения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД выявлены 78 недостатков в содержании улично-дорожной сети. Для минимизации ДТП в городе также будут вводиться изменения, к примеру, дополнительные секции в светофорах. Но весь список ГИБДД пока не дает. Сообщать будут позже, согласно введению изменений. Также было озвучено, что в минувшем году, к счастью, стало меньше погибших на дорогах пешеходов. В 2020-м их было 3, в 2021-м – 1. В целом пешеходы стали участниками 39 аварий, 10 из них с детьми. При этом 5 из этих несовершеннолетних в возрасте от 8 до 11 лет сами нарушили правила движения по проезжей части. Чаще всего эти аварии случались с 13 до 17 часов по понедельникам. В Ухте началась подготовка к крещенским купаниям. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Дмитрий Данилов. Он сообщил, что в этом году окунаний непосредственно в храмах не будет. В 2021-м они были на Водном и в храме Стефана Пермского в Ухте. Но, видимо, из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в этот раз купели будут только на открытом воздухе. Их в муниципалитете 4. В Водном на реке Ухте, в Боровом на Ухтарке. Ярикжане традиционно смогут окунуться в Иордань, организованную на территории пруда нефтешахты номер 3. Но самый большой поток людей ждут возле плавательного бассейна «Юность» в Ухте. Обычно в крещенских купаниях на этом месте принимают участие порядка 1000 человек. За безопасностью будут следить сотрудники МВД и спасатели. На реке Ухта у нас будет правило ограничения граждан будет по 10 человек находиться. То есть лед у нас составляет, толщина льда у нас 30 сантиметров, нам позволяет провести данное мероприятие. На территории, подготовленной для купаний, будет автобус для обогрева, в котором верующие смогут угоститься горячим чаем. Также установят палатки для переодевания, световой столб. Саму Иордань оснастят деревянными щитами. Оборудовать уже начнем с понедельника. То есть расчистка, установка. Будет освещение у нас с 23:45 до 12, соответственно. Окунуться в купель все желающие смогут 19 января с 0 часов до 2 ночи на Водном и в Боровом и с 12 ночи до 6 вечера в Ухте у бассейна «Юность». Также организаторы крещенских купаний напоминают, в купели на открытом воздухе можно находиться не более 1 минуты, не погружайтесь в воду с головой, а также помните, обряд категорически запрещен для людей в состоянии опьянения. Также распивать алкогольные напитки нельзя в непосредственной близости от места крещенских купаний.
Новогодние дни выдались довольно морозными. Итогом низких температур стала негативная статистика пожарных. За 10 дней года в Коми случилось почти 50 пожаров, 8 из них в автомобилях. 2 машины сгорело в Ухте. Причин, как отмечает отдел надзорной деятельности МЧС по Ухте, несколько. Одна из главных – неисправность электрооборудования. Да, также причинами пожара являются неосторожность при курении в автомобиле, неисправность топливной системы, при разогреве автомобиля, да, с различными вспомогательными предметами. Для того, чтобы предупредить случаи возникновения пожара в автомобиле, мы советуем автолюбителям следить за состоянием своего автомобиля, непосредственно электропроводки, да, любой другой электротехники, установленной в автомобиле. Также необходимо своевременно проводить техническое обслуживание всех узлов транспортного средства. И что также важно, делать это при помощи специалистов и не менять какие-либо агрегаты в своем авто самостоятельно, не имея специальных знаний. Но и не забывать о том, что в машине стоит иметь огнетушитель, чтобы в случае чего предпринять меры при возгорании. Пластик в авто начинает гореть стремительно, и пожар развивается довольно быстро, напоминают автолюбителям инспекторы пожарного надзора. Также не стоит забывать и о номерах пожарной службы 01, 101 и 112. Родители 10-летнего Никиты Клокова открыли сбор на лечение в Московской Морозовской больнице. Чтобы мальчик прошел лечение, находясь в учреждении вместе с мамой, ухтинской семье необходимо собрать 350 тысяч рублей. О трагедии, постигшей Клоковых, мы рассказывали почти 8 лет назад, в 2014 году. В 2013 маленький Никита выпил щелочное средство, после чего ему был диагностирован химический ожог пищевода 3-й степени. Все эти 8 лет семья борется за полноценную жизнь мальчика. С активными играми и без бесконечных больниц и капельниц. Приблизить Никиту к цели можете и вы. Реквизиты для помощи на ваших экранах. Также вы можете совершить перевод по номеру телефона, указанному на экране. 8 912 968 49 16. Клокова Анна Викторовна. Подросток высказывает желание самостоятельно зарабатывать деньги. Есть ли какие-то особенности законного трудоустройства для несовершеннолетних? Трудовой кодекс регламентирует возможность несовершеннолетним осуществлять трудовую деятельность. В частности, закрепляется это в отдельной главе 42, а именно особенности регулирования трудовых прав лицами, не достигшими 18-летнего возраста, а также это закрепляется в общих статьях. Так, например, статья 63 Трудового кодекса закрепляет по общему правилу возможность заключения трудового договора с лицами, достигшими 16-летнего возраста, а также в частях 2 и 3 возможность заключения трудового договора с лицами, достигшими 15-летнего возраста и 14 лет. В данном случае необходимо соблюдение ряда особенностей, то есть это легкий труд, превыше всего, а также недопущение воздействия на нравственное развитие несовершеннолетнего и причинение вреда здоровью. Если несовершеннолетний совмещает образовательную деятельность, а также трудовые обязанности, то здесь предусматривается ряд особенностей касаемо как времени работы, так и ряда условий касаемо того, что трудовые обязанности не должны препятствовать освоению образовательной программы. Если мы говорим о времени работы, то это также закрепляется Трудовым кодексом, и лица, не достигшие 16 лет, вправе работать не более 24 часов в месяц, а от 16 до 18 лет не более 35 часов. Если они совмещают образовательную деятельность трудовой, то данные часовые нормативы уполовиниваются. В принципе, несовершеннолетние могут работать нянями, консультантами, промоутерами, также помогать при организации каких-то мероприятий, выступать, естественно.